Патронатный родитель или родитель-воспитатель – это специалист, прошедший специальную подготовку, заключивший договор с государством, готовый принять в свою семью детей для оказания им помощи и воспитания, пока соответствующими органами решается вопрос их постоянного устройства. За период нахождения ребенка в семьях патронатные родители получают заработную плату, а также социально-психологическую поддержку со стороны квалифицированных специалистов. Специалисты службы социальной поддержки семей и детей сталкиваются со случаями, когда дети остаются без опеки родителей. Чаще всего, конечно же, находятся ближайшие родственники, которые готовы приютить ребенка у себя. Но также бывают случаи, когда родственников нет или они не в состоянии взять на себя ответственность за ребенка. Именно тогда и нужны профессиональные патронатные семьи. Очень важно понимать, что мы говорим не об усыновлении, а о временном размещении ребенка в такой семье. Например, у нас были ситуации, когда мать-одиночка тяжело болела, и ей требовалось длительное лечение и госпитализация. Позаботиться о ребенке было некому. Патронатное воспитание также необходимо для случаев, где в связи с неадекватной опекой ребенок не может оставаться в семье, и стоит вопрос о лишении родительских прав. Но решение еще не принято органами, соответственно, ребенка пока некуда деть, и он еще не подлежит усыновлению. То есть нужен временный уход. А затем, если уже ситуация изменится, то ребенок вернется в родную семью. Но если вдруг ситуация не улучшится, тогда этот ребенок будет подлежать усыновлению. Это только несколько случаев, примеров, с которыми мы сталкиваемся. И каждый случай, он уникален. Одним детям необходим такой уход на один день или же несколько дней, а некоторым вплоть до совершеннолетия. Но что мы точно можем сказать, исходя из своего опыта, что если у нас будут профессионально подготовленные семьи, такие родители, которые прошли специальное обучение и готовы взять ребенка к себе, то это будет готовым решением проблемы во многих случаях. В данный момент идет процесс отбора будущих патронатных родителей. Далее кандидаты будут посещать специальные занятия, где им помогут лучше понять поведение детей и что делать в трудных ситуациях. И только после отбора, обучения и утверждения патронатные семьи смогут приступить к своим обязанностям. Очень важно понимать, что кандидаты в патронатные родители могут заранее обозначить свои возможности и ограничения. Возможно, что кто-то из родителей готов взять в семью ребенка на короткий срок, кто-то на более длительный. Также можно обозначить свои предпочтения относительно возраста и пола ребенка. Все эти моменты можно обозначить во время отбора или заполнения анкеты. Также идеальных семей и родителей нет. И мы, в принципе, не стремимся к тому, чтобы поместить ребенка в идеальные условия. Главное, чтобы эти условия соответствовали потребностям ребенка и обеспечивали бы благоприятную среду. Конечно же, патронатные родители и дети, которые будут размещаться в семьях, будут находиться в тесном контакте со специалистами по социальной работе, психологами и другими профессионалами, которые будут оказывать необходимую поддержку. Если ситуация в родной семье наладилась, в течение определенного периода времени ребенок покинет патронатную семью, но это не означает разрыва всех связей. Как правило, у патронатной семьи и приемного ребенка сохраняются теплые отношения, подобные родственным. Они могут тесно общаться и поддерживать связь всю жизнь. Если же ребенка невозможно вернуть в родную семью, патронатные родители смогут стать кандидатами в усыновители. Также многие предполагают, что для того, чтобы участвовать в программе и стать патронатным родителем, семья должна быть полная, то есть наличие двух родителей, но это не так. Каждая семья проходит индивидуальную всестороннюю оценку. Например, мать-одиночка при прохождении оценки, если она соответствует по всем критериям, может стать кандидатом в патронатные родители. Более того, патронатные родители могут быть как незанятыми, так и работающими. Обязательным условием является только то, чтобы они имели возможность обеспечить
уход за ребенком круглосуточно. Еще до создания профессиональной службы патронатного воспитания сотрудники благотворительной организации «Керас» и других общественных организаций брали детей, оказавшихся в тяжелых семейных ситуациях, к себе домой и присматривали за ними. Такой опыт у нас был, и скажу так, что сегодня у многих перед благотворительными организациями или же перед другими сообществами стоит острый вопрос, что делать с детьми, которые оказались без попечения родителей и у которых нет близких родственников, соседей или же друзей, которые могут на время их приютить. К счастью, служба патронатного родительства, служба патронатных семей начинает свою работу, и мы все заинтересованы в том, что эта служба работала. Именно поэтому мы призываем наших граждан стать кандидатами в патронатные родители. Вы знаете, я скажу это хочу передать нашим гражданам смысл, патронатного родительства. Когда мы видим призыв о помощи конкретным детям, у нас очень милосердные граждане, и они все участвуют в судьбе конкретного ребенка. Патронатное родительство – это тоже помочь конкретному ребенку здесь и сейчас, приютить его, взять его в гости, взять его на время к себе домой и оказать ему поддержку, пока в его семье решается ситуация. Также хочу отметить, что Абхазия всегда гордилась тем, что у нас не было детских домов, приютов для детей-сирот. Почему это было? Потому что у нас были очень крепкие родственные взаимоотношения, соседские, дружеские. И мы наверняка слышали от своих дедушек и бабушек историю о том, как они брали к себе домой на воспитание ребенка, который оказался без опеки, оказался в тяжелой жизненной ситуации. Сегодня мы тоже можем гордиться этим, но для нас предоставлена такая возможность более профессионально подойти к этому вопросу. На сегодняшний день команда Офиса уполномоченного по правам ребенка в Абхазии совместно со службой социальной поддержки детей и семей и детским фондом ООН ЮНИСЕФ ведет активную деятельность по разработке методологической и нормативно-правовой базы программы патронатного воспитания с учетом опыта других стран. В 2023 году планируется завершение этапа отбора и подготовки патронатных родителей, чтобы в 2024 году уже была группа патронатных воспитателей, родителей, готовых принять детей при необходимости. Это очень серьезная работа, требующая координации и взаимодействия всех органов, которые работают в сфере защиты прав несовершеннолетних. И то, насколько мы серьезно подойдем к этапу подготовки, отбору патронатных родителей, зависит, конечно же, и будущее этих детей, потому что мы будем помещать детей в подготовленные семьи, патронатные семьи. Мы уверены в том, что каждый ребенок достоин заботы, внимания и тепла и достоин находиться в среде, которая близко к семейной. Это самый щадящий подход на сегодняшний день, который мы можем предложить детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Все желающие стать патронатными родителями или уточнить информацию могут обратиться по номерам телефонов, которые указаны на экране. Также можно задать вопросы, связавшись со специалистами по социальной работе через социальные сети Facebook и Instagram. Альга Трап, Тимур Гугохи, Адам Раджения, Абхазское телевидение.